В соревнованиях приняли участие 17 школьников в 3 различных категориях – яхты, катамараны и катера на радиоуправлении. Каждый ученик тщательно готовился, создавая свои уникальные модели. Айсен Петров впервые принимает участие в соревнованиях. Юноша выступил сразу в 2 категориях. В Аруктахе там есть такое озеро с плотиной. И мы оттуда запускали там иногда, когда были волны, ездили, чтобы вдруг тут волны будут и будет сложно. По словам Айсена, сложнее всего ему было подготовиться в управлении катером. Он отметил, что для успешного вождения нужно научиться контролировать скорость, сначала попрактиковавшись на радиоуправляемой машине. В первых 2 категориях соревнования выигрывали те смоделированные суда, которые на силе ветра пересекали мост, разделяющий озеро. Если те сбивались с курса, участники могли выталкивать их в нужном направлении. На 3-м же этапе победители выявляли по времени лучшего пройденного круга. Здесь время будет и нарушение, если он срезал наполовину, приехал раньше, буек не объехал, раз, то вроде время получилось мало, первый пришел, а нарушение. А там сначала, где неуправляемый, будет просто по прямой, там нарушений практически нет никаких, они тем более неуправляемые, яхты пустили, эти модели пустили, они идут, кто первый, второй, третий, пришли, все. Моделируя и управляя своими суднами, дети делают первый шаг в изучении и конструировании более сложных и совершенных образцов. Соревнования по судомодельному спорту – одно из многих спортивных событий летнего кубка Министерства образования. Кроме него ожидаются состязания по авто- и авиамоделированию. Завершающим мероприятием станет соревнование по ракетомоделированию, которое стартует 19 июня.